В Юго-Осетинском государственном университете по праву гордятся учеными, внесшими огромный вклад в развитие науки и образования республики. Среди них заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия, заведующий кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ профессор Юрий Дицойта. К юбилею заслуженного деятеля науки Республики Южная Осетия, заведующего кафедрой осетинского языка и общего языкознания Юго-Осетинского государственного университета профессора Юрия Дицойта в университете прошла международная научно-практическая конференция «От скифов до осетин». На масштабном мероприятии международного уровня присутствовало руководство Республики Южная Осетия во главе с президентом Анатолием Бибиловым, профессорско-преподавательский состав Юго-Осетинского государственного университета во главе с ректором Вадимом Тедеевым, представители ученого мира России, в том числе и Северной Осетии. Я хочу обратиться со словами теплоты, особой теплоты в адрес своего друга Юрия Альбертовича Дицойта. И я бы хотел, чтобы все у тебя было так, как ты сам планируешь свою жизнь, свою работу. И я думаю, что университеты, в стенах которых работают такие видные ученые, как Юрий Альбертович, может уверенно заявлять о том, что с наукой в этом университете все в порядке. Я думаю, что сделано Юрием Альбертовичем до сегодняшнего дня, это одна страница, которую он успешно перевернет, но я уверен, что он сделает еще больше, начиная с этого дня, видя, какое уважение к нему проявляют и руководство республики, и ученые круги, научные круги Российской Федерации и постсоветского пространства. Это уже пожизненная твоя обязанность, а мы будем делать все возможное, чтобы создавать условия не только для тебя, как для видного ученого, но и для всех ученых, которые работают в стенах нашего университета. Спасибо тебе за все, Юрий Альбертович. Глава государства Алании Анатолий Бибилов поздравил юбиляра, отметив значимость его трудов. Пожелал участникам конференции плодотворной работы. Значимость как ученого Юрия Альбертовича в стенах нашего университета, в стенах научно-исследовательского института и дальше за пределы Республики Южная Осетия. Но значимость, наверное, никому не надо объяснять. Почему? Потому что, наверное, все-таки любой народ чего-то стоит, если есть представители этого народа в сообществе ученых. И, конечно, каждый из нас гордится, что есть у нас такой ученый, как Юрий Альбертович. Без сомнения, это для каждого из нас очень дорого, очень значимо, и без сомнения мы гордимся. Гордимся как осетины, гордимся как южная часть нашей единой Осетии. И, конечно, мы, по идее, все должны делать для того, чтобы максимально создавать условия или создать условия и делать все для того, чтобы возможностей для работы в научной сфере у Юрия Альбертовича было побольше. Хочу сказать, и, наверное, коллеги, и ректорат, и профессорско-преподавательский состав со мной согласятся, что на самом деле в последнее время очень большое внимание уделяется как раз научно-практическим конференциям, и, слава богу, уже приезжают к нам или участвуют по видеосвязи серьезные ученые. Это важно, конечно, для развития образования, для студентов это очень важно. И за это, конечно, огромное спасибо еще раз подчеркну ректорату университета и всем тем, которые непосредственно занимаются подготовкой и проведением вот таких серьезных научных конференций. Основным докладчиком конференции выступил замдиректора Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков по теме «Образы змеи, лягушки и рыбы в мифологии древнего населения». Спасибо большое за возможность выступить на этой конференции в таком хорошем обществе. Я начну с того, что я зачитаю официальное приветствие от Института востоковедения Академии наук Российской. Заслуженному деятелю науки Республики Южная Осетия, профессору Юрию Альбертовичу Дицойте. Дорогой Юрий Альбертович, от имени коллектива Института востоковедения РАН и от себя лично поздравляю вас с 60-летием. Мы знаем о вас как замечательного и яркого ученого, настоящего патриота своей родины, известного общественного деятеля, нашего давнего и доброго друга. Ваши работы по фольклористике, нартоведению, истории осетинского народа и других народов Кавказа, этимологии языкознанию, хорошо известны не только тем, кто углубленно занимается этими вопросами,
но и широким кругам научной общественности. Настоящим научным подвигом стало фактическое, уверенно, что издание третьего тома не за горами, завершение вами монументального труда Замиры Дмитриевны Цхавребовой «Топонимия Южной Осетии». Востребованы у нас и другие ваши фундаментальные работы, в частности, «Нарты и их соседи», «Нартовский эпос» и «Амираняне», а также многочисленные интереснейшие статьи. Искренне желаем вам новых свершений на благо мировой науки, новых книг, участия в многочисленных конференциях, плодотворной работы в Юго-Осетинском государственном университете, семейного счастья и крепчайшего здоровья. Директор Института востоковедения РАН Алибер Колобекович Альгабиров. Далее у меня еще есть приятная обязанность подарить издание нашего института для библиотеки университета, для Вадима Батазовича. Участники конференции отмечали огромный вклад Юрия Дицойта в науку в дело становления государственности Южной Осетии. Глубоко уважаемый Анатолий Ильич, глубоко уважаемый Вадим Батазович, глубоко уважаемые коллеги, гости и, конечно же, глубоко уважаемый юбиляр Юрий Альбертович. У меня в руках два адреса, и я бы хотел зачитать для начала один. Первый. Уважаемый Юрий Альбертович, примите искренние поздравления в связи с вашим 60-летним юбилеем. Ваша богатая биография, кроме годов учебы и труда в период национально-освободительного движения, была наполнена активной общественно-политической деятельностью, что характеризует вас как истинного патриота своей Родины. Однако наибольшую известность вашему имени принесли научные труды, имеющие огромное значение для исследования истории осетинского народа. Сегодня вы являетесь одним из самых известных специалистов, исследующих родной язык и нартовский эпос. Результаты вашей научно-исследовательской работы получили признание как среди ученых-иронистов, так и кавказоведов. Уверен, что в будущем вами будут покорены новые научные вершины, ибо 60 лет в жизни ученого – лишь пора наивысшего расцвета творческого потенциала. С пожеланием скорейшего оформления докторской степени первый президент Республики Южная Осетия, почетный ректор ЮГУ имени Тибилова, доктор исторических наук, профессор Чедыров Людвиг Алексеевич. У меня есть второй адрес, но я его зачитывать не буду, потому что это поздравительный адрес от Объединенного ученого, от имени Объединенного ученого совета Владикавказского научного центра Российской академии наук. Здесь также сказано очень много важных и, самое главное, правильных слов, но это уже, пусть это будет отдельное. Спасибо. Но и это еще не все. Я хотел бы вам представить сегодня, с гордостью представить воплощение идей, одной из последних идей нашего великого ученого Василия Ивановича Абаева. Это 4-томное издание, которое было издано под грифом Владикавказского научного центра. Я очень рада тому, что могу присутствовать на такой замечательной конференции. И в продолжение я позволю себе сделать небольшую, может быть, тоже презентацию нашей деятельности, которая является как бы продолжением выступления Александра Юрьевича Скакова. Потому что вот я, конечно, не могу похвастаться таким долгосрочным сотрудничеством с коллегами из Южной Осетии, но мы уже, я только начинаю работать в этом направлении, во многом благодаря как раз Александру Юрьевичу, который помог познакомить меня с такими замечательными людьми. И мы сейчас тоже работаем совместно с Русланом Георгиевичем и Робертом Хазбиевичем и Нелли Георгиевной в рамках одного проекта, который с российской стороны поддерживается Фондом фундаментальных исследований научных. И наш проект касается вот, изучения зооморфных образов, как таких вот сквозных образов, которые во многом характеризуют культуру жителей этого региона. Причем оказывается, что начиная, можно даже так сказать, с неолитических, самых древних времен и вплоть до практически наших дней. Хотела действительно выразить свое восхищение, насколько вот действительно
живые вот эти формы, которые явно идут с глубокой древности через христианское искусство и доходят до наших дней, и насколько вот эта земля, в частности Южная Осетия, богата и этими вот древнейшими вещами, и это поразительно, и я очень рада, что мне удалось к этому приобщиться, увидеть это лично, ощутить обаяние этой древности, и очень надеюсь на то, что будет возможность на благо нам и вам продолжать этим заниматься. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попытаюсь в своем коротком выступлении совместить две позиции. Прежде всего, я все-таки считаю за честь еще раз поздравить нашего юбиляра. Это тот юбилей, когда на самом деле не так уж важно подводить итоги, потому что это не тот юбилей, он еще очень молод. Главное, что это юбилей перспектив. А перспективы здесь большие. Описывать работы нашего юбиляра, я думаю, не стоит. В самом заглавии «От скифов до Остин» вы видите этот диапазон. Работа ведется нашим юбиляром и на севере, и на юге. И работа Скудра, что такое. Если возьмете вот последний номер Нартамонда, вы посмотрите замечательную статью, посвященную Хетагу. Одна из отличительных черт любого исследователя – это любопытство. И вот это любопытство, которое не только на новом материале, но, казалось бы, на хорошо известном материале всем, может открыть что-то новое, может подвигнуть нас к дальнейшей работе. Вы знаете, вот сегодня подарили 4-томник Васуабаева, но сам Василий Иванович Абаев считал, что его главный труд – это историко-этимологический словарь. И когда его спрашивали об этом, это замечательный труд, и мало кто из народов Советского Союза имел подобный фундаментальный памятник языку и в собственной истории. И когда Василия Ивановича об этом спросили, он сказал: да, это труд, это научный труд, это международный труд, но прежде всего я работал для Осетии. Прежде всего это для Осетии и для Остин. Вот наш юбиляр – это продолжатель именно этой школы, которая работает на высочайшем научном международном уровне, но прежде всего обращается к нам, к Осетии. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям с юбиляром. Можно сказать, что то, что он до сих пор делал, на две части распадать. Часть слова он исследовал, и это описывал и так далее. Но другая часть работы – это создание вот этого самого словаря топонимов. Это на будущее. И могут заниматься и другие поколения, когда будут отмечать его 100-летний юбилей. Сейчас часто можно услышать, что представители гуманитарной науки ангажированы, пишут заказные статьи. И я вот хочу признаться, что я один из них. Вот в этом сборнике представлена именно такая заказная статья. Когда я думал, что мне нужно сделать, чтобы вдохновивший меня и пригласивший участвовать в сборнике Юрий Альбертович остался мною доволен, я понял, что нужно просто следовать тому курсу в науке, которым он успешно движется сам. И главная особенность заключается в том, что его академические исследования высоконаучные, да, что никем не ставится под сомнение, при этом носят и сугубо прикладной характер. Наука не должна отрываться от жизни, ученые не должны закрываться в кабинетах. Уважаемый Вадим Батазович, уважаемый юбиляр, уважаемые коллеги, позвольте свое короткое выступление начать с приветственного адреса от Института истории и археологии Республики Северная Осетия и Алания, который мы с коллегой представляем на этом замечательном представительном мероприятии.
Дорогой Юрий Альбертович, Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания сердечно поздравляет вас, выдающегося ученого, педагога, политического и общественного деятеля, со славным 60-летним юбилеем. Вам удается гармонично соединять в своей деятельности науку, образование, культуру, политику и, сохраняя верность высокому предназначению ученого, оставаться примером гражданской ответственности, патриотизма, интеллигентности. На сложном переломе эпох вы являетесь одним из признанных научных авторитетов, ярким носителем независимой мысли, образцом компетентности и заинтересованной включенности в обсуждение важнейших проблем истории и современности. Ваши книги и статьи неизменно прокладывают новые пути в изучении аланского языка и культуры. Вы вносите важный вклад в развитие Юго-Остинского государственного университета, Юго-Остинского научно-исследовательского института и гуманитарных научных учреждений Северной Осетии и Алании. Юрий Альбертович, Михаил Эрнестович уже, наверное, сказал самое ценное, что могло быть. А мы вас просто поздравляем от имени всей Северной Осетии, от всех его жителей, потому что все вас там любят, как ни приедете, и все вам желают долгих лет жизни. Я думаю, на следующий юбилей, на 100-летие, вы тоже пригласите нас обязательно. Здоровья вам, удачи. Приветствую членов конференции, поздравляю Юрия Дицойты. Я горжусь, что живу вот в это время и работаю с ним, с ним в одном учреждении. Я очень его уважаю и еще раз его поздравляю. Дорогие коллеги, приветствую вас. И в первую очередь, конечно, хочется обратиться со словами поздравления в адрес юбиляра. Дорогой Юрий Альбертович, от души поздравляем вас с 60-летним юбилеем. Это действительно юбилей перспектив. Мы хотим вам сказать огромное спасибо за ваш труд на поприще науки. И еще за то, что, несмотря на то, что в эпоху безвремени, можно сказать, за эти 20 лет, которые мы жили в совершенно непростых условиях, вы смогли творить, вы смогли работать, создавать качественные научные труды. Огромное спасибо всем, кто собрался сегодня сюда. Я знаю, что это мои друзья, это мои единомышленники. С другой стороны, сюда хотели бы прийти многие другие коллеги, но не получилось. Я вот по порядку, значит, огромное спасибо нашему президенту. В своем очень плотном рабочем графике он нашел возможность и пришел сюда поздравить. Пришел не один, пришел, скажем так, со своей командой. Это председатель парламента. И огромное спасибо Марату Минюровичу Кулахметову. Это посол Российской Федерации в Южной Осетии. Не все знают, что во время агрессии 2008 года он возглавлял миротворческий российский вроде бы контингент. На самом деле под этим контингентом был и осетинский батальон, и грузинский. Грузинский сбежал сразу же, осетинский, естественно, примкнул к российскому, но все равно они его атаковали. И мы, находясь, значит, в разных местах, на разных позициях, следили за тем, что происходит с российским батальоном. Это был ужас. Атаковали с той стороны. Я думаю, мы совершим небольшую экскурсию в ту сторону. Я хочу поблагодарить абсолютно всех, кто выступил сегодня. Очень интересные выступления. Большое спасибо вам за поздравления. Вадим Батразович, спасибо большое и за сегодняшнее, и за все, что вы делали, делаете и будете делать.